существует много городов, о которых мы мало что знаем. Например, город Ульм, где родился великий ученый Альберт Эйнштейн. В городе Нью-Йорк вырос великий спортсмен Майкл Джордан. А город Дублин – родина королевы красоты Розанны Дэвисон. А это Джарайт-Сити. И мало кто знает, что тут проживают 44 256 великих спортсменов, 63 240 королев красоты и, наконец, 58 292 величайших ученых. Хоть этот город и не самый лучший в мире, но каждый его житель, несмотря ни на что, скажет «Джарайт». Добро пожаловать в Джарайт-Сити. Джарайт-Сити – это единственный город, в котором все понимают друг друга с полуслова и даже с одного взгляда. К примеру, с одного взгляда ты можешь понять, что зря въехал в чужую дорогую машину с тонированными стеклами. Или с полуслова ты можешь понять, что депутаты тоже умеют материться. Одним словом, Джарайт-Сити – это город понимания. Алло, я по объявлению звоню, здравствуйте. Вот видишь, универсал сантехник. Это уже устарело. Убираем, убираем. Не убирается. Один раз сделал и навсегда. Вот качество. Поэтому смело клеим сверху. Вот у тебя бумаги. Приступай к работе. Твои глаза, как два океана. Я в них тону. Даже лепестки майской розы не сравнятся с нежностью твоей кожи. Ты моя путеводная звезда. Это так мило. Готова ли ты поехать со мной на край света? Да. Тогда садись. Баткен, еще одно место, Баткен! Баткен, еще одно место, Баткен! Так вот эти тои я прям не могу уже серьезно ходить. Все, давай больше не пойдем на эти Ну тои. прям отказывай, прям Зачем? жестко отказывай. Уже больше не Спрашивай. хочу ходить. Тайкешки, вот эти байкешки, вот начнут спаивать, начнут... Ой, не говори. Эльдар! Посмотри на шорты косо, а? Мама, ну что это такое, а? Что, мне теперь по всей квартире ремонт из-за тебя делать? Алло, Масатойке? А помните, у вас ребята были, которые ремонт делают? Номер скиньте, пожалуйста. Спасибо большое. Молодец, мама. Ты отлично справился со своей работой. А теперь, хочешь новый конструктор Лего? Да, хочу. Тогда для этого сделай так, чтобы наша старая стиральная машинка сломалась, хорошо? И будет тебе новый конструктор. Ой, мам, легкотня. Поступил на него. Да ладно, я знаю. Салам, братан. Не, отырасың. Көпке шамал өткөрдү. Жүгөрүүнү кайтарып деген. Жарайт. Жо, братан, каникулга салкын отурабыз. Каникулга серьезныраак болгочу. Азыр могу жерге бир сушняк менен питание дайындап бербейсиңер, Жо, братан, чын акча жок. Сен эмне акча сурап атабы? Сушняк дебеди, сушняк. Сушняк деген мындай. Бутылка да, ичинде суу. Братан, түшүндүң? Башына түшүндүңбү? Колбаса эмес, суу. жарайт.
Братан, очки меники емес, братан. Значит, меники. Все, давай, брось. Достойно выплывает. Задолбали эти братаны уже. Нужно уже что-то делать, блин. Что делать, это же братаны. И у меня есть одна стопудовая идея, брат. Что, наймал или поступил, да? Салам алейкум. Салам алейкум. Какие люди, а? Салам алейкум. Салам алейкум. Не отырасың, не салтасың, О, каникул. Салқында да отыралысың. Қандай, жақсы салғы. Рахмат. Ашы кімдікі де? Сенікі де ашы. Жаррат. Бақұсыр, не салың, біз кетерем, да? Жақсы салалдар, давайте. Я же тебе говорил, это стопудовый вариант, снова по району ходить. Только вот не покуришь, жаль. Қайдағы курит? Тас кеттік. Ну, мама, это он курит. Я про него говорил вообще-то. Кирилл Петрович, в общем, тут такое дело. Я как бы вас не хочу пугать, но вы как родитель должны обратить на это внимание. Вчера на уроке я дала ребятам задание нарисовать картину, как я провел свое лето. И вот именно это нарисовал ваш сын. Какой ужас. Кошмар. Это нарисовал мой мальчик? Да, я думаю, вы знаете, что с этим делать. Да, конечно, знаю. Нужно фломастеры купить ему, да. Вы понимаете, вот кровь, она же не может быть черной. Не может. Она должна быть красной, да. На топоре должны быть следы крови. Кошки вот так не умирают, да. Это я хорошо помню. Меня нормально нарисовал, да. Спасибо вам большое. Я как бы не это хотела сказать. Я понял, что вы хотели сказать. Я это просто заберу. Спасибо, да. До свидания. Здрасте, младший лейтенант Такрывашев. Ой, Такрывашев? Ой, а еще Хандай, сколько лет, сколько зим. Я вас со школы еще не видел. Ну, наконец-то работу свою нашел. Да. Где литература не пригодилась. Да. Хорошо, что любимый ученик попался мне. Который вы на второй год оставили? Ну, давай не будем прошлое ворошить, а? Хорошо, давайте. Давайте ваши документы. Дома забыла. Дома? А голову вы дома не забыли, иди, а? Голову не забыли. Аптечка есть? Тоже дома забыла. А что мы здесь смеемся, а? Давайте всем расскажите, пусть все посмеются. Айбек. Что, Айбек, что, Айбек? Между прочим, уже 29 лет, Айбек. Все, давайте, машину на автостоянку иди. Давай я тебе денежку дам, а ты одного жезла купишь. Вот так вот, да, иди, вот так вот. А еще, я вам расскажу одну историю. Однажды, в 9 классе на экзамене, один ученик предложил учительнице деньги, а она их не взяла. Так вот, иди, и я не такой. Давайте деньги. Братан, спалил, да, сюрприз, ё! Какой сюрприз? Что вы делаете? Да это жена твоя попросила нашу контору тебе сюрприз сделать. Мы должны были диски и шины на новые поменять. Чтобы ты такой вышел, а где мои старые диски? Жена такая, сюрприз! Да, она такая. А, понятно. Братан, давай так сделаем. Мы работу свою закончим и уедем. Ты жене ничего не рассказывай, главное, хорошо? Да. Ну, чтоб сюрприз не портить. Ну, я вас спалил. В следующий раз не спались. Айтпадым бе, маска алыш керек деп. Братан, униформа для проканала го. Проканала го. Азыр аялына айтса, милициямен проканала го болбойт. Давай баттан бүтүргүлө. Кечке чейин дагы 4 сюрприз калды.
Нормальный götür bak. Өзің екінші бұраман Ағашты götür давай нормальный. Переход на улицу Токтогола разрешен. Ой, еще у тебя спрашивать буду. Ну тебе это по 2 раза надо повторять. Я не поняла, за мной что, кто-то следит, что ли? Ой, да за тобой максимум 35 человек в Инстаграме следят. Вообще-то их там 97. 97 человек, кому интересны короткие ножки? И короткие у меня ножки. Ой, иди давай, а то в своих калошах 100 лет будешь переходить. Это вообще-то Прада. Это вообще-то Прада. Купила на дурдой и ходишь на неделе. Ой, молчи, а ты вообще светофор. А ты пустоголовая дура. Стоишь тут и общаешься со светофором. Что ж, еще раз здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы возвращаемся на передачу «Большой ремонт». Сегодня мы в гостях у семьи Осмоновых, которым мы сделаем ремонт совершенно бесплатно. А вы, друзья мои, в свою очередь, 2 недели проведете на даче, будете кушать шашлыки, а по приезду совершенно не узнаете свою квартиру, потому что мы сделаем из нее конфетку. Но для начала мы позовем нашу команду профессионалов. Давайте, ребят, заходите сюда. А вы можете уезжать? Спешите, торопитесь езжать на дачу. Идемте. Базару нет хата. Униформаны алғандар тұрай болып тұр. Мен не деймін. Мен не деймін. Сен техниканың бағын қарап шық. Сен алтын алтын қайрағын. Мен ақша іздеймін. Базар жоқ. Баттан. Ну, дорогой, ну прости меня. Да ладно уж. Ну, я правда очень виновата. Ну, было и было. Ну, я действительно не заметила. Ну что ты? Ну, поцарапала и поцарапала. Что теперь сделаешь? Ну, может быть, я могу что-нибудь сделать, а? Можешь. А что? Привет. Давай как договаривались, а? Я дура тупая. Я нифига не умею водить. Я обезьяна с гранатой. Отлично, давай Полный дальше. баран, тот, кто выдал мне права. Я вообще, не надо было мне садиться за руль, потому что у меня кривые руки. Идем. Че, парень, очередь, да, я сейчас быстро пройду. Куда быстро пройдешь в очередь, встань. Братишка, соцфонд! И чё соцфонд? МВД! Воу, девятый, тише, да? Прокуратура, роляй! В смысле прокуратура? В смысле МВД? ГКНБ, братишки, ГКНБ! Нахуй молодцы! Аппарат президента! Стою же здесь, не говорю за очередь! Ребят, это ж всего лишь туалет, чего вы ругаетесь? Можно пойти? Все равно я пройду Брат, вот так фото от души. Ты что, заняться нечем? Езжай домой, раз так скучно тебе. Братан, что тогда, прикроешь меня? Да, прикрою. От души, братан, рахмат. Братан, может тогда еще и до южных ворот докинешь? Ты же знаешь, на служебку только на вызов выезжаем. Братан, ты что, не знаешь?
Сейчас на южных воротах одни отморозки собираются. Поедем, найдем, не найдем. Я домой пойду, а ты сюда вернешься. Ты что, в своем уме? Я же сказал нет. Ладно, я сейчас приду. Служебка, да. Дежурная часть, диктуйте адрес. Да, сразу диктуйте адрес. Аламедин, да? Ну, понятно, да. Ждите. Скоро будем, да. Советская Ахмбаева? Да, это хорошо. Не, то, что разбойное нападение, это плохо. То, что Советская Ахмбаева, это хорошо, да. Расскажите, что там случилось. Отобрал телефон и убежал в сторону Аламедина, да? Скоро будем, да. Аламедин, может в Аламедин переехать, что ли? Что? За вами гонится маньяк? Где? Кызыласкери? Так, девушка, успокойтесь, не паникуйте. Просто бегите, да, в сторону южных ворот. Да, как раз маньяк устанет, и мы его перехватим. Голубая, все, давай выезжаем. Я же сказал, не поеду. В смысле не поедешь, там вызов, там кызыласкерского маньяка надо поймать. Домой поеду. Не проходишь ты. В смысле, а что случилось? В прямом смысле, закрытая вечеринка. Че, братан, вообще никак, да? Вообще без шансов. Ведь что непонятного, иди отдыхай. Да. Можно я уже выйду, а? Это закрытая вечеринка. Никто не заходит и никто не выходит. Братан уже мама ругается. Это твои проблемы, иди танцуй. Тихо. Ничего не понятно. Галдят тут они. В чем проблема? Мы требуем улучшения условий работы. Да. Друзья мои, на дворе кризис. Ну так невозможно работать. Вы хотя бы препараты закупите, а то ужас, что творится. Штанишки спускаем? Футболочку чуть повыше. Доктор, а обезболивающее точно поможет? Буйруса. Что? Поможет. Я все понимаю. Но и вы меня поймите. Ведь все деньги уходят на ремонт ваших кабинетов. Кабинетов? Тогда раздайте каждому по кабинету. Ну так же невозможно работать. Я, как окулист, я не могу работать в одном помещении с урологом. Закройте, пожалуйста, правый глаз. Теперь, пожалуйста, левый глаз нужно закрыть. И вот так вот. Посидите, пожалуйста, немножко. Мой коллега сейчас пациента посмотрит. Снимайте штаны. Ну хорошо. Тогда придется всем сократить заработную плату. Потому что у нас слишком много сотрудников. Для вас 6 человек это слишком много? У нас одна медсестра на всю больницу. Скальпель. Сушить. Ай, доктор, я уже не могу. Либо сейчас терпите, либо аппендицит терпите. Пинцет. Хорошо, я вас всех выслушал. Я все понял. Но и вы меня поймите. Вы же врачи, представители древнейшей профессии. Одной из древнейших. Скажите, пожалуйста, если мы с вами давали клятву Гиппократа, вы давали клятву Гиппократа? А там что сказано? Каждому врачу по отдельному кабинету
Нет такого. А главное, что в нашем ремесле? Спасать человеческие жизни. И никакие там условия или их отсутствие никогда не остановят от спасения человеческих жизней. Я прав? Да. А что мешает? Ничего. Ничего не мешает? Нет. А что сидим? Спасайте! Да. Они ждут вас! Вперед! Да. Мои герои! Извините, мы же по поводу зарплаты сюда заходили. Скажи, пожалуйста, вот тебе скажут, выбирай, спасти человека или деньги. Что ты выберешь? Спаси человека? Но если за это еще не заплатить... Так иди и спасай! Они ждут тебя, ждут наши пациенты. Да! Молодец! Тебя. Да! Спасай! Да! Врач! Сын мой. Товарищи, к нам поступило государственное задание. Нам нужно сделать быт советских граждан невыносимым. Почему? Потому что комфорт – это расслабленность, буржуазия, капитализм и, наконец, загнивание общества. Правильно. Нам нужна суровая страна, товарищи. Какие будут предложения? Я предлагаю в подъезде стены наполовину покрасить, а наполовину побелить. Подождите, зачем? Вот именно. Люди будут ходить и думать, зачем. Отлично, запишем, товарищи. А я предлагаю туалет соединить с кухней. Нет, подождите, это жестоко. Тогда туалет соединить с ванной. Точно, вот это совсем жестоко. Запишем. А я предлагаю в подъездах установить мусоропровод. Подождите, это удобно. Вот именно. Когда люди привыкнут, мы их замаем. Отлично, это вы махнули, конечно. А еще создадим такую службу, которая, по идее, все это будет улучшать. Люди будут туда ходить и деньги еще платить. Мол, им это все еще и нужно. Точно. И работать там будут женщины и грубить всем. Отлично, точно, абсолютно всем. Подождите, это все как-то нужно назвать же. Прям отвратительным словом каким-нибудь. Аббревиатурами. Ж. Отлично, сразу плохая буква. Какие еще плохие буквы есть? К. К. Почему К? Ну, возле Ж всегда К. Отлично. И еще какая-то плохая буква нужна. Х. ЖКХ. ЖКХ, типа живите как хотите. Браво. Даже если в Джарайд-Сити случаются конфликты и недопонимания, то все всегда заканчивается хорошо. И люди все равно учатся понимать друг друга. Ведь все, что нужно, чтобы разрешить конфликт, это понять. Понять чужие слабости. Понять, чего ты сам хочешь. Понять, что действительно важно. В общем, добро пожаловать в самый понимающий город Джарайд-Сити. Это Джарайд-Сити, 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 уверен Джарайд-Сити, 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 не летят, и мой город ритм не теряет. Живут как хотят все, и пусть это тебя не удивляет здесь.